Начнем, наверное, да? По-якутски или по-русски? На двух языках. Сегодня мы проводим комиссию наследия с участием представителей начальника Намского ГИМС Монахевского Вячеслава Николаевича и старшего диспетчера Намского ИДДС Ипполитова Руслана Егоровича. Ну, как мы все знаем, наступила весна, паводок приближается. Сейчас информацию по паводковой ситуации нас по паводку информирует наш Евгений Геннадьевич Жирков, председатель Национального совета депутатов. Маннак, бұл бөлімнің бәйге осыдан оперативная установканы бұл лақтағы жағалқы официальный источниктерден алып туақтан управление государственной метеослужбы оперативная информация через Главное управление МЧС по Республике Саха-Якутия береді. Бұл екі частағы данные кететатырып бербеділер, он частағы данныйынан біріңе кирпите, алын кирпите қаңаласы болуға керен тұрар, еттен сілге керен тұрар. Ете үрекіме онына қаңалас границадан бастықы бәйілігір. Онтан активный фазада, оларда туапыт болады. Мұспыт қамсағына активный фазада бастықын үріктәйі үрекіме болуға белетенер. Ол бастықын үріктәйі үрекіметтен где-то 6 километр тұрылыр, 30 километр болуы. Анырат түге болады. Адай болуына республика күнен тоқты болуғында бұл ені өрес туақтары кедері тұралар. Үрекіме тако чағырар үректар кедері тұралар дегіне. Онытта бір мұстарған бары бетер өлім бұқырынан көрдіққа бұл туақталы кәлен тұрар. Бұл дейді еттен селге мұжа қаңасы болуға кейтті. Бұл нехелеге Покровской қорапытыттан 200 километр, онытта Борской бұруға рефлексический соттағынан Покровскайттан 10 километр, онына бейхаға 15 ларда где-то 360 километр. Онытта белетен аяқынада бұл бәйға бір сутка егер әмеске ойы 3-ке бапта, бұл мұспұр қамсағына 206 километрі білді барды. Онтан бұл ақсыз, оны 900 майдарға, ақсыз оны 50 майдарға мұспұр үрекмал олар керетігер бұтарпыда, сұтқа барына ол сүйбақталы 5 километрі бarbı болуына бұл кәндекі күнлерге әвен берді. Адак, тұғынан ұлаққала Покровскайда үрпі дағысты ден белетілер, бұл 404-ден сетте критическая түрінші сектор. Корыққа не әбілде тұрар, қыңғыласқа не өбілде тұрар. Табиеға бұл әдекіра тоқығы дәулелер бұл тасты олда мұспыр кірі олына. Тоққа Amma olur da bu üniversitelerin belki o kararlara karakterleri bir onlara 1 santimetre düştüğüm oldu. Toka bu karın mustarında kumbola ve tünneyle kumbola dediler. Tünneyle kumbola varantılar bilinmeli. Ondan işi var mesela ileride sabahlarının çocukluğundan ayrı onunla buralar tünneleri kumbola varantılar şartı. Тети колбаста кидерник информация. Вопросы есть по ситуации? Руслан Егорович, пожалуйста. Добрый день, Этюбинля, уважаемые жители села Графский берег. Меня зовут, кто не знает, Ипполитов Руслан Егорович, старший диспетчер ИДДС МО Намский УЛУС. В
Вкратце, вот Евгений вам всем, я Геннадий, извините, Геннадий, извините, вам все рассказал, я вам вот эту подробную информацию, потому что нам чуть-чуть с опозданием отправили прогноз развития паводковой остановки. Так, на реке Лина активная фаза ледохода проходит на территории Хангаласского и Алюминского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе Исиль Хангаласского района, 320 километров от города Якутска. Уровень воды составляет 701 сантиметров, при критическом 1100 сантиметров, пустой ледоход. Верхняя кромка в районе поселка Первый Энергетический Алюминского района. Уровень воды ниже реки при критической отметке 1000 сантиметров. Средний ледоход. Протяженность ледохода составляет 351 километр. За сутки ледоход продвинулся на 226 километров. У поселка Покровского Хангаласского района уровень воды составляет 447 сантиметров, при критическом 1370 сантиметров. Так, у поселка Табага, это город Якутск, уровень воды составляет 468 сантиметров, при критическом 970 сантиметров. Это получается на данное время на реке протяженностью почти до Нанского района уровень воды поднимается. Это прямо сейчас. Так, на реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Алданского и Усть-Майского района. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе поселка Экжанцы Усть-Ганского района. Так, уровень воды составляет 824 сантиметра, при критическом 1295 сантиметров. Наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка на границе Алданской и Усть-Майского района. Густой ледоход. Протяженность ледохода составляет 287 километров. За сутки ледоход продвинулся на 326 километров. Уровень воды и критический отметок потопления населенных пунктов не зафиксирован. Я знаю, что наш поселок иногда потопляет. И вы, жители, да, вы опытнее меня, как вести себя в подобной ситуации и что делать в таких ситуациях. Сейчас у нас лед очень толстый. У нас есть места, где появляются заторы, и из-за этого потопляет. И не надо, а нужно эвакуироваться. Это обязательно. Эвакуация надо, это обязательно. 2010 год. Это подтверждает факт о том, что где затор, там ситуация бывает очень опасная. Мы должны знать, после паводка вот эти мероприятия очень страшно. Сейчас по правилам, если только один поселок, да, затоплен, там через если только один поселок потопляет, то через республиканского масштаба, да, из-за этого вы не можете получить после паводка вот эти расчеты. Да. Бывают случаи, то потопит несколько домов, а через никак не можно. Это правила. Такие у нас правила. Так что я надеюсь, что вы все вовремя эвакуируетесь. Это будет примерная дата вскрытия. Так. Да, примерно 15-16. В ближайшие сутки на участке Покровского ожидается подвижка льда. Вскрытие реки на этом участке ожидается 12. Это получается у нас где-то на 15.
И самое главное, у нас есть хозяйственники, КРС, лошади. Надо обязательно с окраин, где у вас ПВР, пункты временного размещения, туда обязательно надо всех регулировать. Так что вот, надеюсь на ваше понимание. Если есть вопросы, я отвечу. Спасибо. Вопросы? Вопросы, Руслан Егорович? Есть? Нет. Сейчас слово предоставляется Лачевскому Вячеславу Николаевичу. Добрый день, жители поселка Здравский берег. Вы меня все знаете, наверное, 17 лет начальником ГИПСа работаю. Каждый, наверное, я всех тоже вас знаю. Ситуацию уже вы объяснили вам, добавлять большого нет. Но по прогнозам МЧС ожидаются заторы, потому что уровень воды, так скажем, более низкий, да, из-за этого вероятность образования затора. Да, но это уже заторы уже влекут за собой паводок, наводнение. Но ожидается у нас заторообразование. Все места уже нам в районе все известны. Это район острова Медвежий, Кривляк и остров вот, напротив Градского берега. Два места тут у нас на карте обведено. Остров Баран и вот поворот острова Деряев, да, Арьялас, где река делает у нас крутые изгибы. Изгибы уже где-то около 45-50 градусов, что уже ужигает образование затора. Но согласно плану КЧС района, да, есть мероприятия, которые вы должны неукоснительно выполнять. Это, во-первых, сейчас проводится стадия работы оповещения населения, потом уже приступаем к второму пункту плана, да, это отгон скота. Отгон скота, материальные, эвакуация материально-технической базы проводится. Но на более сухие места и на более безопасные места. После этого уже у нас будет проводиться плановая работа по эвакуации населения наземным транспортом. Ну и последняя уже стадия, это уже крайняя мера, это уже эвакуация водным и воздушным транспортом. Я думаю, до этого мы доходить не будем. Но сами понимаете, это все средства государственные, это деньги налогоплательщиков, в том числе и ваши деньги. Он будет более разумней и выполнять все требования и пункты плана эвакуации, плана КЧС района и Катынарынского наследия. Но вы не надеетесь, что дамба будет у нас держать, да? В случае образования затора, да, вот если вот по данным взять, посмотреть, да, в 2010 году это у нас 1099 сантиметров был подъем воды, это максимально. При этом даже у нас последние года, я тут тоже в составе комиссии был, да, вот на замерах участвовали. В прошлом, позапрошлом годах где-то оставалось 5-10 сантиметров, да, вот минимальная точка до уровня дамбы, да, вот, до максимальной вершины. Но с каждым годом дамба оседает, идет изменение грунта, но все это учитывается, поэтому после объявления эвакуации мы должны максимально проводить. За свое добро, вы не беспокойтесь, будут привлекаться сотрудники полиции, сотрудники МЧС и БНД. Первым делом мы должны людей выпускать. А материальная уже часть уже мы будем смотреть, не первый год все участвуем на поводке. Вопросы есть? И еще вот по использованию малометных судов, да?
Постановлением правительства и приказом МЧС во время во время прохождения паводка эксплуатация маломерных судов запрещена. Это уже по закону, да? Но тут делается огласка, да? Составляется план, и согласно этого плана привлекаются маломерные суда, которые будут привлекаться во время паводка. Там уже распоряжением главы района и главы наследия. Эти суда должны первым делом проходить техническое освидетельствование, медицинские показатели должны соответствовать судоводителям и технически исправные. Но на данное время уже списки составлены, да? Предоставите нам, и мы должны провести технические. Они должны обязательно расписаться в журнале прохождения технического освидетельствования и журнала техники безопасности. Остальные вопросы есть? Нет? Вопросы есть? Вопросов нет, да. По распоряжению главы муниципального образования Автонародской наслед 19 апреля 2018 года утвержден состав наследной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья на территории наследа. Председателем комиссии являюсь я, заместителем председателя комиссии является Марков Герман Герасимович, заместитель главы наследа. Также создано 11 подкомиссий. Я вас сейчас ознакомлю с составами этих подкомиссий. Первая подкомиссия по сбору информации первичных документов, данных. Председатель Герман Герасимович, заместитель председателя Ципсова Надежда Дмитриевна, члены Леонид Андреевич Соловьев и Герасимов Михаил Борисович. Также начальники округов, значит, Награфского Юлия Анатольевна и Любовь Петровна. Вторая подкомиссия по приему, сбору и обработке первичной документации. Председатель подкомиссии Жирков Евгений Геннадьевич, заместитель председателя Симцева Лена Тарасовна, члены Истапия Екатерина Сергеевна, Симцева Марка Михайловна, Ячковская Наталья Петровна, Винокурова Екатерина Гавриловна, Степанова Анастасия Николаевна. Третья подкомиссия по транспортному обеспечению и эвакуации населения. Председатель Марков Герман Герасимович, заместитель председателя Жирков Мигустан Михайлович, члены Оконечков Павел Николаевич, Алексеев Кирилл Афанасьевич, Федоров Владимир Васильевич, Оконечков Владимир Романович. Четвертая подкомиссия по организации работы пунктов временного размещения населения. Председатель, те, кого я называю, вы все знаете, да? Или надо представляться? Председатель подкомиссии Бабашов Егор Константинович, заместитель Максимова Валентина Ивановна, члены Симцева Лена Тарасовна, Симцев Федор Петрович, Макарова Надежда Андреевна, Сельцова Вера Сергеевна. Подкомиссия по распределению гуманитарной помощи, в этом случае будет гуманитарная помощь. Председатель Стекаловская Екатерина Васильевна, заместитель председателя Вечерова Оксана Евгеньевна, члены Драмонова, Варовская, Первошаркина. Подкомиссия по экономическому и финансовому обеспечению. Председатель Местикова Мария Владиславовна, заместитель Маркова Елена Васильевна, члены Стрельцова, Яковлева, Плешова. Подкомиссия по информированию информационного обеспечения. Председатель Симцева Надежда Дмитриевна, заместитель Колпашникова Елена Михайловна, члены Христофоров Игнатий Христофорович, Алексеев Дмитрий Михайлович, Пахлова Анна Павловна, Подводова Соколова Даниловна, Запорова Екатерина Гавриловна и начальник отдела. Подкомиссия по сельскому хозяйству. Председатель Игнатьева Вера Владимировна, заместитель Никитина Мария Семеновна, члены Белоногова Раиса Дмитриевна, Васильева Евгения Ивановна, Макаров Владимир Иванович
Есипсов Федор Петрович. Подкомиссия по контролю за правопорядком. Председатель Марков Герман Герасимович, заместитель Герасимов Михаил Борисович, члены Осипов Иннокентий Валерьевич, Ирков Густав Михайлович. Подкомиссия по медицинскому обеспечению. Председатель Степанова Лидия Семеновна, члены Поисеева Алена Георгиевна, Протопопова Ольга Михайловна, Иванова Екатерина Михайловна и Сосина. Подкомиссия по безопасной эксплуатации газового хозяйства, электричества и телефонной линии. Председатель Алексеев Кирилл Афанасьевич, члены Адамов Владимир Черевич Константинович, Пестрюков Александр Андреевич, Дармонов Владимир Валерьевич. Все вот такие 11 подкомиссий. Все подкомиссии свою работу начали давно, уже в апреле. И сейчас вот информацию вам дадут председатели подкомиссии. Первая подкомиссия, Герман Герасимович, пожалуйста, возможно информации перевесим. Ну, Герман Герасимович является председателем 3 подкомиссий, и сразу, наверное, по 3 подкомиссиям, да, информацию. Пожалуйста. Подкомиссия по сбору информации занимается, когда населенный пункт отапливает, да, мы ездим по дворам, по домам и делаем измерения, насколько подтоплено. Этим занимается эта комитет. По транспортному обеспечению эвакуации это уже у нас составлен план. Договора заключены с 3 хозяинами моторных лодок. Они все прошли технический осмотр. Договора уже, копии договоров мы отправили в ЕС. И туда входят тракторные средства, МТЗ-82 ФАСОВ от Дарвинской средней общеобразовательной школы и автобус ПАС от Дарвинской школы тоже. И один еще автобус с техникой. На случай эвакуации, если такая необходимость будет, будем эвакуировать места временного размещения людей на автобусах. И 3-я подкомиссия по правопорядку. Вы, наверное, помните, это в каком году было? В 98-м большая вода была, да? Тут на Графском поймали мародеров. На моторной волке ездили по домам. Такой случай был. В 2001, да. Есть такой был. Поймали правоохранительным органом. Сдали. Так еще у нас по плану идет. Надеемся, что когда до этого не дойдем, нормально все. Если подтвердим будет. Спасибо. Евгений Геннадьевич, 2-я комиссия. Евгений Геннадьевич, как комиссия? Наша подкомиссия первичные документы собираем, да? У нас на данный момент сейчас мы сверяемся с паспортным столом, насколько у нас жителей тут проживают, и будем отсеивать. Также вот на данный момент у нас подали заявки от Ромашки, что в эвакуацию попадут 88 детей, из них 3 детей будут нуждаться в эвакопункте.
Затонская основная школа предоставила информацию 163 детей будут все эвакуированы, 20 в пункты и, соответственно, 43 по родственникам. Но еще хотелось бы сказать, что вот, предупредить, да, что когда начинается эвакуация, нужно все свои документы с собой взять, и документы на свое жилое помещение тоже нужно, наверное, как-то более тщательно подготовить, и чтобы в недоступное место как-то попасть. Было вкратце так. Я дополню, да. Вот на сегодняшний день, да, объектом комиссии создано только 2 учреждения на Слега. Это Самородок, села Графский берег, и Чорон, села Пан. В других учреждениях даже объектов комиссии нет. По крайней мере, нам не предоставлены документы. Не говоря уже о списках эвакуации. И вот сейчас, пожалуйста. Практика заборона. Она была инди выступала под комиссиялар председателя Петербурга. Холобор через билдерленнагана автобустарколова техниканан бирге КСК село Панатиехтахат. Он эти дахатан где сразу кемпертен оғалықтан сағылан оған жоғылы регистрациялы быт. Он это все доғалған теметі все документы, это мират кемиты, удостоверяющая личность, он на жилое помещение, это ценный доход, а ты не надо с собой. Так, иначе это горячее питание, гидегорулер, обед, он это она ебятыгата на 3 дня питания, которое делает это потом и ларатан по рекомендации. Он богатство маман с собой брать постельные принадлежности, потому что на всех не хватит. В 2015 году у нас всего было 37 коек. Если Лоханкаланда, вот техникум, у студентов, титульно все пивает. Он была на торте. Ну, резервный ПВР, где эта школа не корректит, Хатангарская средняя школа, он все корректирует матанан и интерпрет, Хатангарская песок, он последний принадлежность, такая надо и джекалек надо. Так он на торте. Вот он, а что на это готов был? Это кроволор, и докторная коробки играет, теперь надо, обед. Он без Аллаха такой терпеть, что торчен. Тут я могу тянуть, а 200 у нас на год покладывать. Не это, а это барбу надо. Все. Он это потом вот горячее питание 1 раз в день. Так, он на ухар и гербури сунару бартабар было. Так, просто барбу это пить. А там торчен, если через блинне сразу эвакуация была, бегин атах кадебит. Он сразу билдерите было. Это 13, это 14 дня, уже 14 уже берем бухта, то не умрет. Вот это главное переверка рехтахтер. Ну, ситуация это была. А так мы будем готовы. Екатерина Васильевна, наверное, информации нету, да? Всем. Мария Владиславовна, пожалуйста. В бюджете МО Хатанаринский наслед всего предусмотрено 145
на приобретение продуктов питания 30 тысяч, на приобретение КСР 50 тысяч, на приобретение прочих материальных запасов 65 тысяч, в том числе приобретение мешков для песка в целях защиты в случае прорыва дамбы 9 тысяч, приобретение бутилированной чистой воды 10 тысяч и приобретение медикаментов 5 тысяч. Все? Договора заключены, деньги перечислены. Аптеку, магазин, это уже решается. Надежда Леонидовна, пожалуйста. Добрый вечер. Я сейчас проинформирую о работе подкомиссии по информационному обеспечению. Всего в нашей подкомиссии 14 человек. 26 апреля этого года мы провели свое первое собрание нашей подкомиссии. Второе собрание было проведено 2 мая 2018 года. Все члены подкомиссии ознакомлены с функциональными обязанностями, а также ознакомлены со схемой оповещения среди населения при ЧС. Составлен план мероприятий подкомиссии на 2018 год. 26 апреля по плану комиссии начальники всех округов начали раздачу предупреждения при ЧС населению. С 12 мая этого года звукостудия «Хатынчан» начнет работу по информированию населения о паводковых ситуациях в Республике Иво-Луси. А также составлен отдельный план мероприятий выхода по радио звукостудии «Хатынчан». Проведена работа по обновлению схемы оповещений среди округов Мохатыгырынский наслег. Все ответственные по улицам наслега уведомлены и ознакомлены со схемой оповещения. В эти дни будет проведено предварительное учение по схеме чрезвычайной ситуации, а также выборочно будем звонить и узнавать, по каким улицам какие ответственные лица. Поэтому прошу ответственных лиц за оповещение отнестись к этой ответственно. В наслеге всего в нашем 6 округов. В селе Апаны 4 округа, в Градском берегу 2, в селе Косолдеревня 1. В данное время всего роздано предупреждение начальниками округов и общественниками. В селе Апаны округ Чечир 35, округ Виктория 44, округ Сахарга 23, округ Молодежный 16. Всего по селу Апаны роздано 118 предупреждений. В Градском берегу, как мы знаем, есть 2 округа, округ Солнечный и округ Алроса. По Солнечному округу предупреждения розданы 62 жителям, округ Алроса 34. И всего роздано 96. Это очень малый, низкий процент показывает. И очень прошу всех, кто еще не получил предупреждение, взять свои уведомления от начальников округов. В Косол-деревне у нас есть 1 округ, Сандара. Там розданы предупреждения 6. И всего по наследию Хатыгырынскому в данное время розданы 219 предупреждений. Оповещены всего 638 человек. И я по предупреждению сейчас хочу немножко объяснить. Вот внизу, где расписка, пожалуйста, указать, кто получил расписку, полное имя, фамилия, отчество, а также по какому адресу в данное время проживает этот человек. Обязательно указать состав, количество человек, сколько семей в этом доме, хозяйстве проживает, в том числе детей, несовершеннолетних и взрослых человек. А также внизу
указать количество КРС и там сколько голов, да, есть, если есть голов КРС, лошадей, кур, свиней, коз. И обязательно написать, указать дату подписи. Потому что вот некоторые не подписали внизу дату. Указать дату можно обязательно. Но сейчас тут все округа, 5 округов начальники присутствуют. И молодцы, вот в Апанах и в селе Кысыл деревня также идет работа. Но я надеюсь, что и на Градском эти дни выходные, суббота, воскресенье, обязательно, чтобы охват был 100%. И общественники, и не только там начальник округов, пожалуйста, общественники своих округов тоже своим начальникам помогайте. Один человек не может всех оповестить и раздать уведомления. У меня все. Надежда, а всего сколько хозяев должно быть? Сколько предупреждений должно быть роздано? — 467 должно быть роздано. Даже половины не роздано. Графские, кто получил, поднимите руки, предупреждение. А кто не получил? Хорошо. Туэра Владимировна, пожалуйста. Сельское хозяйство. Здравствуйте. Предупреждено у меня 15 хозяйств село Апана, 111 КРС, в том числе 33 лошади, 8 хозяйств, это Кысыл деревня, 50 голов КРС и 50 голов лошади, и 15 хозяйств село Графский берег, это 82 голов КРС и 41 лошадь голов. Пункт временного содержания Кысыл деревня и Графский берег. Это у нас находится в Красной деревне, где местность Наум Наумовича, Сивцев Наум Наумович, зерносклад. Там у нас есть пункт временного содержания скота. И Апаны, это у нас Бейсбанда, где новый понтон. Это там у нас 111 голов КРС и 124 лошади. Спасибо. Корма, там у нас всего 1 тонна сена есть в Апанах, и Кысыл деревня где-то 600 килограмм. Это 2 рулона, поэтому просим тоже. И данный во время паводка просим выпас кота выгонять. На Графском все, у кого есть КРС, все предупреждены. Все. И все будут эвакуировать. Куда? К селу деревне. Она на карта баллады. Владимир Иванович не могут. Книга варит. Александр Ильич, что делаешь? Бар, şehirde kaçırı var. Üstü kime var? Bunlar ne var? Kandı ne? Ganyo. Barış tıkanı var. Bana gelirim, var. Çekim keyfim size. Везде с канала, да, если, пожалуйста.
меня информация краткая по медицинскому обеспечению. Так, развертывание ПАПа во время паводка будет в село Апана, это здание врачебной амбулатории. Так, и больных, нуждающихся, и нетранспортабельных, нуждающихся в стационарном лечении в ходе в Кравском береге, значит, всего 11 нетранспортабельных. И будет развернуто 3 койки в Хатырской участковой больнице и 2 койки терапии, или еще неизвестно, да? Еще неизвестно. Беременных 5, подлежащая к эвакуации 1 беременная, детей до 3 лет в Кравском 29, но они, наверное, все по родственникам пойдут, да? Медикаментами и расходными материалами, средствами и аптечкой неотложной помощи ПВР и ФАП обеспечены. Так, медикаменты на сумму, это в Горавском, на сумму 839, расходный материал на сумму 348, и общая сумма получилась на 1187 рублей. Ну и еще, наверное, это возьмем с аптеки на сумму 5000, да? Также у нас составлен график дежурств медработников. Это ПВР будет дежурство. Также проводим работу по профилактике и предупреждению массовых инфекционных заболеваний. По разнарядке мы должны получить бактериофаг дизентерийный, также должны получить вакцину против гепатита А для детей и для взрослых. Ну все, вкратце. Спасибо, Екатерина Васильевна. Насчет страховки информации. Страховка и дезинфекция, да? Так. Насчет страхования у нас только по Красному берегу только 1 человек. Одна семья только неволен, только это страховались. А по страховой компании «Стерх» из Апана до страхования провели 7 семей. Ага. И все. Насчет предприятия организаций на бюджете денег не предусмотрено, поэтому страхования нету. Так. А насчет дезинфицирующих таблетки, это таблеток Акватапс у нас сейчас в наличии есть. Наличие таблетки есть, и еще на водовозке тоже есть. Можете подойти и взять. Еще там у нас Акватапс. Ага. Бируха бит таблетка. Калентелдерек доктор, а так он на заявках аптека вот на бар. Потом у калляны. Кирилл Панасевич, пожалуйста. Төгенді, так бие тон кукалерге уже бәлемет, тоқып уыт бейін расу бәлем тұрар, станция бар бұд барды бәлемдер, тон жығыз болғаны итіне отты бардағына тоқтығы берер қақтапты. Так барды бәлем тұрар. Сейчас я дам информацию по населению, да, Селоградский берег. На 1 января 2018 года зарегистрировано 949 человек в Селоградский берег. Из них 245 студентов.
Это правильная информация, да, Любовь Николаевна? Сколько студентов всего? Не слышно. В целом, на 1 января сколько было? 245. 9, да? 249. И вот здесь, да, на сегодняшний день на 369 человек, 369 человек проживают и работают за пределами населения. Но они прописаны все здесь, на графике. Будем считать, они уже эвакуировались. Тогда остается 580 человек. Из 580 человек воспитанники детского сада «Ромашка», 88 детей будут эвакуированы. Значит, 85 по родственникам и 3 ребенка с села Пана. Затонская школа, 63 ученика будут эвакуированы, 43 по родственникам и 20 КСК. Детский сад и школа, это точная информация, да? Марина Сергеевна? Детсад? Детского сада никого нет, что ли? Эта информация точная? Значит, остается на Графском 425 человек. Пока неизвестно, куда эти люди будут эвакуированы. И вот срочно эти дни надо это все уточнить. По паводку, да? Вода, вот как Вячеслав Николаевич сказал, если будет затор, то подъем воды будет выше, чем в 2010 году. У нас критический уровень без дамбы 8 метров 50 сантиметров, а с дамбой 10 метров 50 сантиметров. И если вода пойдет через дамбу, то это будет как в фильмах ужаса. Все дома поплывут сразу, потому что сейчас вот Графский находится как в котловане. Поэтому надо всем срочно поднимать свои вещи вверх и начинать с понедельника надо начинать эвакуацию. Детей, инвалидов, больных и наших ветеранов в первую очередь. Давайте отнесемся к этому очень серьезно. Про АПУ рассказывать вам не надо, вы все знаете, наверное. Также по предупреждению, да. Нет, начнем с первого пункта. Все предприятия, давайте срок до понедельника свои нормативно-правовые акты, приказы о создании комиссии, графики дежурств и так далее. Технику почему до сих пор не предоставили? А вы не должны нам предоставить, не с собой носить. Пожалуйста, дать информацию по эвакуации студентов. Вот микрофон, пожалуйста.
204 var, öğrenenler. Ondan evakuasyona 16 vakıfta evakuasyona kapandı. Ondan 16 vakıf, orada 231 vakıf evakuasyonar. Уже var, ortada vakıfında var, 2 grupa var. 2 grupa, 16 vakıf var. Дежурство vakıfında bu var. Только bu комиссия tarafıydı. 14 yıllardan kadar duruyor. Вопрос есть? Нет, нет, да? Я представитель БАГАЗ, представитель информации Лилия. Она поняли, да? До понедельник последний срок, Винтовая комиссия нормативно-правовой акт дежурства Агенбарда. Вы предоставьте. Надежда Викторовна, до понедельника тоже предупреждение все полностью надо завершить население, предупреждение населения. И, пожалуйста, все давайте будем предупреждать друг друга, доводить информацию, потому что надо поднимать вещи. Вода в этом году будет большая. Давайте, пожалуйста, отнесемся серьезнее. Дамба вам для Санаван. Дамба в прошлые года спасла, конечно, дамба, но в этом году не знаю. Ну, смысл нагадил только гранату дамба, потом или Урду тюнериде. Ну, темой детермины бракомляны тихой, пожалуйста. И, надеюсь, да, подключение всем раздать и подписи. А вот еще одна просьба. Как раз с понедельника давайте пункты временного содержания. С понедельника давайте отведите. И по возмещению, после паводка города, по возвещения нет так такого. Руслан Егорович уже сказал, есть местного значения, регионального значения, федерального значения. Если идея Намского Руси, Идельца и Графский берег затопит, это местного значения было. Через местного значения. Значит, от республики и от России помощи не будет. И вообще помощь будет по линии страховки. Кто застраховался, тот получит. Кто не застраховался, тот не получит. Это последнее изменение законов порядка российских. Не последнее, это уже 3 года назад такие изменения вступили в силу. Степ страхует и сейчас. До паводка будет страховать компания Степ. Росгострах уже перестал страховать. Все. Но если паводок будет региональным, это значит, несколько улусов должно вода подтопить или затопить дома, населенные пункты. И только в этом случае республика может помочь по закону. И федералы могут помочь. Это все зависит от населения. Если менее 1000 человек будут дома менее 1000 человек будут затоплены, это считается местным через. Значит, мы должны все восстановить своими силами. И за счет страховки, еще раз говорю. От 1000 до, если не ошибаюсь, от 1000 до 10 тысяч, значит, это региональный через. Значит, республика должна помочь. Свыше 10 тысяч,
то значит уже Российская Федерация должна оказать помощь. Это вы поймите правильно, это все прописано в законе. Значит, на сегодняшний день по Братскому, я еще раз повторяю, 425 человек еще не определились, куда будут отгрузиться и как будут отгрузиться. Ну как это, понятно, будут автобусы, будет техника. Давайте не доводить до моторных лодок. Помните, были же случаи, все до конца сидели, потом начинаем спасать моторными лодками. У нас есть список конкретно, кто сейчас на сегодняшний день проживает на Графском. И вот по этому списку надо сейчас отрабатывать конкретно. Еще. И просьба общественникам всем оказать содействие, помощь, уточнить, кто, куда и когда. А по пунктам временного размещения темнику молодым бороды. Бортовар был, где сухой боевой трен бортовар был. И старшим кто будет? Старшим кто будет? А? Конкретно. Конкретно предоставьте нам список детей и фамилии и имущества старших. Все, а вот остальное, это школа написать. Дети должны быть с родителями. Обязательно. Потом были случаи, детей самих только отправляли, оставляли КСК. Также продукты питания на 3 суток, документы все, спальные принадлежности. Все остальное будет. Павел Николаевич, одноразовое горячее питание, как в прошлые года. Механизм работает, но Егор Константинович, заключите договор. Прокуратура потребовала договор. Ага. Павел Николаевич, со школы. Вопросы есть? Александр Андреевич, пожалуйста, показывайте информацию. Краска, информация. Tuğkelerigen arada ararım ki nandilerden ben yine arası itu pozitifnya kita provoka ulahan давление verirler. Kas bidi pakbelde toka Bryansk'e загрузкалылар. Оны туран pozitifnya kita provoka туран bilen kolor 300 mm varin усталба балланы кини 500 тырчаны verirler. Олар ки tutvatkın ulahan. Потому что быгылыр балланы когда проводка у кириана камтон калды. Мира панонун случай болуп турайт кетейинче аскете ол эте бетла. Ол таква кана улан давление берет. Оны турун тут барагыдыгар юл барда коллаборатив эвакуация болуп бара болгон крандардын деби сабыгытын нада хоккейдин притагини. Оны тут муканиттен семьи барда растанылар тоқту үлете көрі қанады. Ол үспүтін кені проводы тон имбир давлениеде оның қалай олайды. Оны тұрын үлелете көрі тоқту болады.
Если вопрос, бар, вопрос. Вот электричество вопрос была, эттер была, ну, когда такылдылар аралыктыра. Тоолук наатымда аралыктыра. Ол белері көрен аралыктыра. Белері комиссиялаптыр, ол комиссия келен көрен аралыктыра. Ол эттер аралыктыра. Унтон көрен аралыктыра, унтан мой бәден аралыктыра. Чığız bildirilinde anı onaralım. Telefonları tuaktan beri attığına sonra. Kilişattan mı attı? Telefonlar da. Ha. Sudaydı. Sudava geldi. Suday telefon da ziraat kapattı mı? O da daktarına geldi. Это кредит поставьте на Вот бардağına, gaz arasındağına en karşılıklı buluklardı. Bu bölgeler onu okul bağı tüpüğünü itirdi. Вот вопрос был, что техника безопасности где была, не джунгли была, но бара вот производство на бете туспа правила туспа регламент бар улар куттол вешкәсен дагана аралалар токи жону бу устырып оны бар ондан то газ кени бара билде мен оны топ бар симара данные эти тоно ситерем летана топче руколардан предварительно алы манысылай авылда булган вопрос кайта бета у iki konuda kalançı. При хорошем складе тугенlik kapatı kadar tugenek. Onun bola gene bugün уже toka. Bugün tüm hasın toka вопрос kege geldi. Ola da beta iki konu kaldı. Воскресенье понедельник. Kapatı kadar tugenek. Onun bola etkinliklerge серьезно связано. Бяра da okul kullandı. Ona da школада ona специально Türkiye'nin oğlu обязательно будет надо. Ülkelerde oğlu ülkelerde tarafta kutuplara diyor. Müşkere diyor. Bu benim için samimi bir olay. Bir sene olay ki bu. Beyefendi ömrüsüye kayan evde doğru var bunları bitiren barın tutkumuna bu günlerge bilerekten Практика показывает, во время паводка, вот хопынан электричество хопынан тұрып болғаны, паводок емер бүтін әпек еуілер. Онда маңда паводокка, оттан әпекке, уға бүтепі кейдер асқан әпек болыр. Замыканилар ел барады. Олен одан дәрі арады. Дебитин опытан хабаран барабытонтон радиорсылар дене хадах мааты. Ахам бары какая-то гарантия должна быть на себе. Туманда Бичин Борисович Салаячыла дынды бар болуға. Герман Герасимович Салаячыла дынды, фото ден дынды бар болуға дынды жүрүш. Күйінен жүрүшті тірейді. Эти булуғы мен әрде атын бәйлекі тағарды. Бұғы бірдан бұғыз көтеберен бұлайды. Амаргенға қалды бұғы Тарғыстанды тұтылмақ қалды. Еще вопрос бар? Эти бары ешілі бітен, главный брагын түрлілі нам тербиетер кемесінен, но пока пет беріліктер ата қатырыққа бесінесе точно бар. Қатырыққа бесті бар. Қатырыққа ұңғайына кәйін тұлыя бар. Намлары бардамын. Всем хорошо тербиетер было бітеме.
10 минут заметка алуки. Еще вопрос к Юханаре. Вопрос все понятно, да? Чего добавился сейчас? Герман Грасин предоставил вам информацию по пожару. Instagram diye var. Dedi hanım oldu. Sasiyet o borderler o yüzden oturun bu ham şeteneklerin otlarlar sasiyetlerin garahın vasılatı diyelim var noktadan geçti. Bağda kendi bir yer olan ne dedi o kadar. Beni dübüne kadar dedi marka oldu. Onu o hayatta dedi bir nehilik bir bolatlan turallar. Tujuan tu itu maya saya akan hijab dengan anak harta. Kau bawa tu biar kuberi memang nak malam malam. Kebetulan waktu maya berkhayal. Untuk Allah hari ni kan ada. Tuanna tu punya kawan jadi kira takkan sesuatu jadi bawa turun jangan juga raskan Allah. Untuk mana biar administrasi terbuka kemudian Eridiler olarak çok hedeflerine yakın. Ne kadar destekledik. Tabii bahar çayırda balığa kendi gibi de belirgen diyorlar. Jadi ini hakikatnya Ana bakın burada girişte bu kanunla hukuk olan kalan даже 40 yıllarda bu tabii baharda bir eskitapta hukukuna güvre bitti burada yine bunlar da iştiraka var bu iskara bir ödü futbol birin melekte takıştırdı ondan torun hatta da bir ne diyor burası öyle bu Allah hayatı bu kanalda ana turuncu informasiya üretiminde bu kadar toptan turun no bir güçlüler kaldı gündür diyor. Onun cihazlarıyla televizyon manarın informasyonu bir basta masallarını böyle onu da bir yemeden de taksıga. Bir güçlüler kaldı. Unduka geliyor. Kaçtı. Ecinde bir güçlüler kaldı. Taksıga. Babada informasiya. Именно нам сокращение специализация olan aparatlar ne burada götüren keşfetler de doktor gördüğün kuru doktor havalı doktor diye müşkillerge. Rahmetli bir bütün ondan ne yaptı? Nam gibi o nam gibi nam ne veriyor? Sonra kadar bir de o eredemin kadar hep yaptık cihanlar evakuasyonar bir görevden tekrar bir yol olmadı tayyatı duyuyorlar. Bu da bağlı ne tamamı üstüne taydana unuttu bir durum hatta kodusu. Hani tamamı duyuyor bir daha tamamı üstüne tayyatı oldu falan dediler. Ki hatta sapıkından kanıyor bu. Onları da erikte motor ilerek geliyor. Belki halana balonla bulur yani manancılığı bu. Da onun bir naif şey yeri tuğ ki diye yaptı. Onun edette ve bu aslında administrasyon da sınırlar ne problemler de var. Onun kedehen Без вопрос, дальше вопросы есть.
Анатолий Михайлович, нет вопросов? Все понятно? Что? Ничего не понятно, да? Все понятно. Вот тогда вот у меня вот такое, да, просьба такая. Давайте отнесемся посерьезнее к весеннему полугодию. И давайте эвакуировать в первую очередь детей наших, стариков, больных, беременных. Это в первую очередь. И потом, конечно, ну, я думаю, мужчины все равно останутся. Женщины должны эвакуироваться полностью. Есть у нас на Графском люди, которые, как сказать, чувствуют уют аймақта, терпимая. Все предупреждают, что в этом году вода будет большая. Предчувствие у них очень нехорошее. Но давайте готовиться к худшему. И давайте доведем информацию до каждого жителя села Графский берег. Пожалуйста, каждому расскажем, каждого проинформируем. И информация будет предоставляться по радио. В звукостудиях Чанова, вы узнаете 107.1. Радио и надеюсь, будет работать громкая связь. По громкой связи будет говорить. Спасибо большое. Это все. Вопросы около. Или есть вопросы?